Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжим изучать геометрию 8 класса. Темой нашего урока пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Мы сегодня с вами будем говорить о прямоугольном треугольнике и одном из свойств прямоугольного треугольника о пропорциональных отрезках. Но для этого давайте сначала вспомним, какой треугольник называется прямоугольным. Давайте дадим определение. Треугольник называется прямоугольным, если один из его углов равен 90 градусов или является прямым. Итак, дан треугольник ABC. Угол С равен 90 градусов. Он является прямым. В треугольнике два остальных угла называются острыми углами. И в следующем мы с вами так и будем говорить: угол А — острый угол, угол Б — острый угол. Название сторон треугольника вы знаете. Большая сторона прямоугольного треугольника называется гипотенузой, а две другие стороны будут называться катетами. Итак, мы с вами повторили. А теперь, чтобы изучить свойства пропорциональных отрезков, нам надо с вами вспомнить еще о прямоугольном треугольнике. Давайте с вами посмотрим. Мы введем новое обозначение для прямоугольного треугольника. В прямоугольном треугольнике стороны прямоугольного треугольника можно обозначать и одной буквой. Против острого угла А катет, будем называть его катетом А и обозначать малой буквой А. Катет АС мы его обозначим одной буквой Б, и будем его называть катетом Б. А гипотенузу обозначаем буквой С. Если внимательно посмотрите, то вы можете увидеть соответствие. Против угла А лежит катет А малая, против угла Б лежит катет Б, а против угла С, прямого угла С, будет лежать гипотенуза, и обозначим ее С. Нам сегодня нужно будет рассмотреть прямоугольный треугольник немного в другом ракурсе. Мы с вами привыкли его видеть так, как вот сейчас мы перед этим видели, да? А сегодня нам понадобится вот такой вид прямоугольного треугольника. Значит, угол С прямой, два угла острых А, Б. Из вершины прямого угла опустим высоту на гипотенузу, обозначим ее CH. И эта высота разделит нашу гипотенузу на два отрезка AH и HB. Это сегодня нам тоже пригодится. Ну а теперь давайте приступим к пропорциональным отрезкам. Какие отрезки называются пропорциональными? Вообще, прежде чем говорить о пропорциональных отрезках, нам нужно с вами вспомнить такое понятие, как отношение отрезков. Вы знаете, что отношением отрезков АБ и СД называется отношение их длин. То есть, когда речь идет об отношении отрезков, мы берем отношение их длин. Дальше отрезки АБ и СД пропорциональны отрезкам А1, Б1 и С1, Д1, если будет выполняться равенство. Отношение отрезков АБ к А1, Б1 должно быть равно отношению отрезков СД к С1, Д1. Если выполняется равенство, то мы с вами имеем пропорцию, и мы с вами считаем, что отрезки АБ и СД будут пропорциональны отрезкам СД и С1, Д1. Ну, на примере, давайте мы с вами приведем пример. Возьмем отрезки АБ длиной 2 см и СД длиной 1 см. А1, Б1 6 см и С1, Д1 3 см. Проверим, будут ли они пропорциональны. Для этого мы составим пропорцию. АБ деленное на 1, Б1 равно СД деленное на С1, Д1. Подставим значение длины этих отрезков и проверяем. Выполняется равенство 2/6 равно 1/3, а значит
И если выполняется равенство, значит отрезки А, Б и С, Д будут пропорциональны отрезкам А1, Б1 и С1, Д1. Вспомнили мы с вами о пропорциональных отрезках. Ну, а теперь мы с вами еще раз вспомним еще одно понятие, которое вам нужно будет для изучения этой темы. Если рассматривать числа, то есть такое понятие среднеарифметических двух и более чисел. Средним арифметическим двух чисел называется отношение суммы этих чисел на количество. Среднеарифметических двух и более чисел называют отношение суммы этих чисел на их количество. Помимо этого, во множестве чисел еще рассматривается такое понятие, как среднее геометрическое чисел. Средним геометрическим чисел А и Б называется такое число х, квадрат которого будет равен произведению этих двух чисел. Или можно записать так. Х равно корень квадратный А умноженное на b. В данном случае мы можем х рассматривать как среднее геометрическое. Это же название мы можно его назвать и средним пропорциональным чисел А и Б. Ну, к примеру, давайте возьмем число 6. Число 6 является средним геометрическим чисел 9 и 4, так как 6 равно корень квадратный из произведения чисел 4 и 9. Проще говоря, квадрат числа 6 равен произведению числа 9 и 4. Число 6 является средним геометрическим или средним пропорциональным чисел 9 и 4. Это, ребята, понятие, это определение мы можем с вами это определение среднего пропорциональных двух чисел мы можем с вами применить и для отрезков. Отрезок х называется средним пропорциональным или средним геометрическим между двумя отрезками А и Б, если выполняется равенство А, деленное на х, равно х, деленное на b. По свойству пропорции квадрат отрезка х квадрат будет равен произведению отрезков А и Б, или х будет равно корень квадратный из произведения отрезков А и Б. А значит, х мы можем с вами считать средним геометрическим между А и Б. Ну, то, что мы с вами рассматривали, пример, мы можем его перенести и на отрезки. Отрезок длиной 6 см является средним пропорциональным между отрезками длинами 9 и 4 см. Только что мы с вами это говорили. 9 деленное на 6 равно 6 деленное на 4. Или 6 в квадрате будет равно 9 умноженное на 4. А теперь давайте мы с вами посмотрим, как это на примере можно применить. Является ли отрезок длиной 8 см средним пропорциональным между отрезками длинными 16 и 4 см? Проверяем. 8 в квадрате 64, 16 умножить на 4 это тоже 64. Да, ответ утверждаем. Отрезок длиной 8 см является средним пропорциональным отрезком. Во втором примере данный отрезок длиной 9. Будет ли этот отрезок средним пропорциональным между отрезками длинами 15 и 6? Проверяем. 9 в квадрате 81, а 15 умножить на 6 будет 80. Равенство не выполняется, и поэтому здесь утверждать, что отрезок будет являться пропорциональным, мы не можем. Ну, а теперь для того, чтобы еще раз, чтобы вам легче было усвоить эту новую тему, мы с вами должны решить очень важную задачу. Она является важным свойством для прямоугольного треугольника. И это свойство будет таким. Высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, разделяет треугольник на два подобных прямоугольных треугольника, каждый из которых подобен данному треугольнику. Мы с вами в начале урока говорили о прямоугольном треугольнике АБЦ, о треугольнике, когда прямой угол находится немножечко не так, как вы его привыкли видеть. Да? Итак, данный треугольник АБЦ, угол С
прямой равен 90 градусов. Из вершины прямого угла С опущена высота на гипотенузу АБ. И эта высота разделила наш треугольник на два треугольника. На треугольник ACH и на треугольник BCH. Наша с вами задача доказать, что эти треугольники будут подобны, и эти два треугольника будут подобны данному треугольнику ABC. Итак, дано треугольник ABC, дана высота CH, которая будет опущена на гипотенузу AB. Нужно доказать, что треугольник ACH и CBH подобны. ACH и ABC подобны. И треугольник CBH и треугольник ABC подобны. Ну, во-первых, мы с вами должны вспомнить, какие треугольники называются подобными. Два треугольника будут называться подобными, если три угла одного треугольника будут равны трем углам другого треугольника, и сходственные стороны пропорциональны. Мы с вами воспользуемся одним из признаков подобия треугольников, а именно признаком подобия прямоугольных треугольников. Два треугольника, прямоугольных треугольника будут подобны, и если один острый угол одного треугольника будет равен острому углу другого треугольника. Это и есть первый признак подобия. Но так как оба треугольники прямоугольные, то достаточно доказать, что равенство одного из острых углов. Итак, давайте посмотрим. Давайте угол А обозначим через альфа. Тогда угол Б по свойству прямоугольных треугольников будет равен 90 минус альфа. Треугольники ACH, угол ACH будет равен 90 минус альфа. Угол BCH будет 90 минус альфа, а это есть угол альфа. В этих двух треугольниках мы имеем по два равных острых угла, а значит мы можем утверждать, что треугольники ACH и BCH будут подобны, так как угол А и угол BCH будут равны. Доказательство следующей, второй части теоремы, что треугольники ACH будут подобны большому треугольнику ABC, очень просто. У этих двух треугольников один общий угол, угол А значит они будут подобны. Аналогично прямоугольные треугольники CBH и ABC будут подобны, так как они имеют по одному общему углу. Угол B является общим. Итак, основным свойством, важным свойством прямоугольных треугольников является свойство, что высота, опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу, разделяет прямоугольный треугольник на два треугольника. Два прямоугольных треугольника, которые будут подобны между собой. И каждый из этих треугольников будет подобен данному треугольнику. Это важное свойство, ребята, вы должны запомнить. Его мы будем применять при доказательстве и решении задачи в будущем. Итак, первое свойство — свойство прямоугольного треугольника, свойство пропорционального отрезка. То, к чему мы с вами так долго идем. Итак, высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, есть средняя пропорциональная между отрезками, на которые делится гипотенуза этой высотой. То есть высота CH будет равно корню квадратному из произведения отрезков AH и HB. Давайте докажем эту теорему, это свойство. Дан треугольник ABC, угол ACB 90 градусов, CH является высотой, и мы доказываем, что CH и средняя пропорциональная между двумя отрезками, на которые она же сама разделила гипотенузу. Доказательство. Мы с вами только что по важному свойству, которое сейчас доказали, имеем, что треугольник ACH и CBH подобны, а значит сходственные стороны по определению будут пропорциональны. То есть
отношение AH к CH будет равно CH к HB. Но по закону, по основному свойству пропорцию, мы можем с вами записать следующее, что CH в квадрате и равно произведению AH умножить на HB. Это свойство, ребята, вспоминайте, произведение крайних членов равно произведению средних членов. То есть CH будет равно корню квадратному из произведения AH и HB. Мы с вами доказали, что высота, проведенная из вершины прямого угла, это и есть среднепропорциональное или среднегеометрическое между отрезками, на которые она разделила гипотенузу, на отрезки AH и HB. Давайте перейдем ко второму свойству. В прямоугольном треугольнике еще есть прямо пропорциональные отрезки. И эти пропорциональные отрезки являются, ребята, стороны самого треугольника. Катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между гипотенузой и отрезком гипотенузы, заключенной между катетом и высотой, проведенной из вершины прямого угла. Давайте рассмотрим прямоугольный треугольник. Значит, ABC, угол С равен 90 градусов, CH — это высота, и катет, допустим, я возьму катет АС, есть среднее пропорциональное между гипотенузой, а гипотенуза у нас АБ, и отрезок, который находится ближе к этому катету. То есть это катет, эта сторона будет, отрезочек этот будет AH. Давайте с вами доказывать. Итак, дано треугольник ABC, угол АСБ 90 градусов, CH высота. Доказать, что катет АС средне пропорциональна между гипотенузой и отрезком AH, а BC, катет BC, и средне пропорциональна между гипотенузой и отрезком BH. Доказательство. Треугольники ACH и ABC подобны, значит, сходственные стороны пропорциональны. Составляем пропорцию. AB, деленное на AC, будет равно AC, деленное на AH. А отсюда AC в квадрате есть AB умножить на AH, или AC — это есть корень квадратный из произведения гипотенузы AB и отрезка AH. По доказанному треугольники BCH и ABC подобны, а значит, сходственные стороны пропорциональны. И опять составляем пропорцию. И из этой пропорции BC в квадрате, а это есть катет D, квадрат катета будет равно произведению гипотенузы умноженное на отрезочек BH. BC — это есть среднепропорциональный отрезок между гипотенузой и отрезком, который будет заключен между катетом и высотой. Мы с вами доказали второе свойство. И теперь попробуем мы с вами применить эти свойства при решении задачи. Итак, посмотрите внимательно, дан прямоугольный треугольник. В прямоугольном треугольнике из вершины прямого угла опущена высота. Она разделила гипотенузу на два отрезка длиной 5 и 2 сантиметра. Нам нужно с вами найти высоту. Обозначим треугольничек, да, и давайте запишем. Дано треугольник ABC, AH равно 5, BH равно 2. Найти CH. Решение. По указанному свойству, вышеуказанному свойству, высота прямоугольного треугольника, опущена из вершины прямого угла на гипотенузу, является средним пропорциональным между отрезками, на которые она разделила гипотенузу. То есть CH в квадрате равно AH умноженное на BH. Или CH будет равно корень квадратный из произведения AH и BH. Подставляем значение в формулу, и мы с вами получаем, что CH будет равно корень квадратный из произведения чисел 5 и 2, CH будет равно корень из 10. Ответ — корень из 10. Посмотрите, как легко решается эта задача, если вы будете знать формулу прямо пропорциональных отрезков. Следующую задачу мы можем с вами решить устно.
По готовому чертежу дан прямоугольный треугольник, и опять-таки высота, опущенная из вершины прямого угла, разделила гипотенузу на два отрезка. Отрезок 9 и 4. Найти CH. Просто вы берете, подставляете формулу. CH будет равно корень квадратный из произведения двух отрезков, и это есть корень квадратный из 36, а это есть число 6. Значит, CH будет равно 6. Немножечко усложним задачу. Да? Третья задача. Дан прямоугольный треугольник. Точно так же опущена высота. Посмотрите, как это на чертеже сделано. Мы получили два отрезка на гипотенузе. Отрезок длиной 1,8 см. Но здесь нам нужно найти один из его катетов. Чтобы найти катет, нам нужно знать второе свойство. Итак, что у нас дано? Дан треугольник ABC, обозначим высоту CH, напишем мы с вами, что дано, да? Что нужно найти нам катет AC и решение. Ну, мы с вами знаем, что катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное между гипотенузой и отрезком, который будет находиться ближе к этому катету, то есть он будет заключен между высотой и самим катетом. Но для этого нам нужно знать длину гипотенузы. Гипотенуза АБ состоит из двух отрезков, а значит, чтобы найти длину гипотенузы, надо сложить длины этих отрезков, и он будет равен 9 сантиметрам. Ну а второе мы с вами возьмем и применим формулу, что АС это и есть корень квадратный из АБ умножить на АH. Подставим значение и найдем ответ. Ответ АС это и есть корень из 9, а это и есть 3 сантиметра. Ответ 3 сантиметра. Ну, я бы вам предложила бы, чтобы вы сами самостоятельно бы решили бы такую же аналогичную задачу, но немножко видоизменить данные. То есть отрезки, на которые высота разделила гипотенузу равна 3 и 4 сантиметрам, найти катет. Я не думаю, что это очень трудная задача. Если вы внимательно слушали, то вы решите эту задачу самостоятельно. Давайте подведем итоги урока. Итак, мы сегодня с вами, ребята, рассмотрели свойства прямоугольного треугольника. В прямоугольном треугольнике мы ввели новое обозначение. Сначала, скажем, да, гипотенузу обозначили через малую букву С, катеты через малые А и Б, высоту, если обозначим через H малое, и отрезки, на которые разделились, возьмем А с индексом С и Б с индексом С. И тогда мы с вами скажем так, мы сегодня узнали следующее свойство прямоугольного треугольника. Первое, что высота прямоугольного треугольника, опущена из вершины прямого угла на гипотенузу, есть среднее геометрическое между отрезками, на которые она разделила гипотенузу. Второе. Катет прямоугольного треугольника и есть среднее геометрическое между гипотенузой и отрезком, заключенным между высотой и этим катетом. Ну и второй катет точно так же является средним геометрическим между гипотенузой и отрезком, который заключен между высотой и этим катетом. Ребята, на изучение этой темы не очень-то много времени отводится, но задачи вот такого содержания очень часто встречаются на различных экзаменах, ОРТ, в различных тестовых заданиях. Поэтому я бы хотела вам пожелать, чтобы вы внимательно изучили еще раз эту тему, прорешали задачи дома, и я думаю, что у вас все получится. Домашнее задание номер 572, 573, 576. Эти задачи решаются аналогично тому, что мы с вами проделали. Ну, урок наш с вами окончен. Желаю вам успехов в учебе. До встречи!